Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... При поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан телерадиокорпорация «Казахстан» сняла масштабный видеоролик с участием 3000 человек, которые исполнили гимн страны. Проект приурочен к 30-летию независимости Казахстана и должен напомнить гражданам важность знаний государственных символов суверенной республики. Участие в съемках приняли 180 военнослужащих пограничной службы КНБ и Национальной гвардии Казахстана, 120 артистов Государственного театра оперы и балета «Астана-опера» и Государственной академической филармонии Акимата города Нур-Султан, 150 сотрудников телерадиокорпорации Казахстана, а также столичные студенты, работники частных и государственных структур. Съемки проходили в разных регионах страны – в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Туркестан. В список локаций попали Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, оздоровительный комплекс Коктобе, туристический комплекс Керуен-Сарай, в Туркестане музей-заповедник Ходжа Яхмеда Ясауи, Чарынский каньон, в Алматинской области побережье Каспийского моря, национальный парк Бурабай, в Акмолинской области и гора Акеспе в Мангистауской области. Посольство Азербайджана в Кыргызстане провело памятное мероприятие, посвященное 18-й годовщине смерти общенационального лидера Гейдара Алиева. В мероприятии, прошедшем в Кыргызско-турецком университете Манас, приняли участие чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, ректор данного вуза Алпаслан Джейлан, проректор Асылбек Кулмурзаев, представитель Министерства иностранных дел, преподаватели, студенты и представители местных СМИ. Латиф Гандилов отметил, что история создавалась не сама по себе, а великими людьми, такими как Гейдар Алиев. Его имя стоит наряду с известными мировыми личностями Дэн Сяопин, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Ататюрк.
Затем посол подробно рассказал о славном жизненном пути и деятельности Гейдара Алиева, до последнего дня преданно служившему своему народу. Разделив его жизнь на 3 этапа и с помощью различных исторических фактов довел до сведения аудитории, что на каждом из них общенациональный лидер достиг высших вершин успеха. Он построил независимый Азербайджан, прославив его на весь мир, укрепил независимость своей страны и создал одну из самых мощных армий. Поведал дипломат и о формировании нефтяной стратегии Гейдара Алиева, о том, как он объединил 2 братские страны, подняв вопросы проектов нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Гейдар Алиев уделял большое внимание развитию родного языка, науки и образования. Во время СССР он сделал азербайджанский государственным языком, отправлял азербайджанскую молодежь учиться в престижные университеты бывшего Союза для усиления кадрового потенциала страны. Посол также отметил, что до 1960-х годов Азербайджан был известен как аграрная страна. Основным промышленным источником являлась нефть. Однако с первых лет правления Гейдару Алиеву удалось изменить это отношение к республике. Таким образом, в короткие сроки развивалась как легкая, так и тяжелая промышленность. Был запущен ряд заводов и фабрик. Созданием новых рабочих мест еще больше улучшилось и благосостояние людей. Благодаря упорному труду и решимости Гейдара Алиева создано новое современное азербайджанское государство, и наша страна заняла достойное место в мире, подчеркнул Гандилов. Он добавил, что восстановление независимости Азербайджана стало возможным благодаря мерам, принятым Гейдаром Алиевым в советское время для социального, экономического, культурного и иного развития, а также работы, проделанной им для пробуждения национального самосознания. В результате успешной социально-экономической политики, проводимой Гейдаром Алиевым, Азербайджан стал одной из ведущих республик во всем СССР. Существование независимой страны со своей политической линией построено на прочном фундаменте. Величайшая заслуга общенационального лидера Азербайджана – это подготовка такого видного политика, как Ильхама Алиева. Гейдар Алиев впервые поднял азербайджанский флаг на Нахичеване в 1990 году, а затем и по всему миру, и продолжатель его мудрой политики Ильхам Алиев сохранил это достояние и держит знамя страны на почетном месте. В завершении Латиф Гандилов напомнил, что недавно Азербайджан исполнил мечту, вернул родные земли, одержав величайшую победу. Дело по освобождению территорий начато Гейдаром Алиевым, и миссия завершена Ильхамом Алиевым. Обеспечение нашей территориальной целостности, успех стратегии общенационального лидера, его достижения, великие дела всегда будут жить в наших сердцах и умах и навсегда сохранятся в истории, заключил посол. Выступивший следом, Алпаслан Джейлан вспомнил слова Гейдара Алиева: «Мы одна нация, 2 государства», олицетворяющих вечную турецко-азербайджанскую дружбу и братство. Сегодня каждый гражданин этих стран знает это великое изречение. Говоря о его любви к родине, он вспомнил слова великого лидера: «Я всегда гордился, и сегодня я горжусь тем, что я азербайджанец». В свою очередь, профессор университета Юнус Эмре Гурбуз подчеркнул, что Гейдар Алиев хорошо известен в Турции, и там всегда чтут его память как человека, заложившего основы вечной дружбы между Азербайджаном и Турцией. Он сказал, что важно изучить деятельность такого великого политика, его напряженную борьбу за независимый Азербайджан, удивительные личные качества. Известный государственный деятель Кыргызстана Курманбек Осмонов, в прошлом депутат Джугурку Кенеша, председатель Верховного суда, в 2003 году, будучи первым вице-премьер-министром, он возглавил делегацию Кыргызстана на похоронах лидера Азербайджана Гейдара Алиева и выразил соболезнования от имени кыргызского народа. Курманбек Осмонов отметил, что по долгу службы ему довелось встречаться и с Гейдаром Алиевым, и с нынешним президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он также поздравил азербайджанский народ с Днем Победы и подчеркнул, что тот вел борьбу не ради того, чтобы кого-то завоевать, а во имя справедливости. Азербайджанский народ вел справедливую борьбу на всех этапах развития за последние 30 лет. Да, азербайджанский народ, руководство Азербайджана боролось за справедливость, а не за то, чтобы кого-то поработить или кого-то завоевать, или что-либо завоевать и так далее. Мне по долгу своей работы приходилось встречаться лично с Гейдар Алиевым,
затем с его сыном Ильхамом Алиевым. Как я стал возглавлять делегацию Кыргызстана на похоронах величайшей личности Гейдара Алиева. Это тоже имеет свою, ну, скажем так, предысторию. Я прилетел откуда-то из Китая, сразу поехал на работу и думаю, отдохну. Я около 20 часов только в воздухе был, летал через разные страны. В 6 часов еду домой в госрезиденцию. Мне звонит министр иностранных дел, говорит, вам надо лететь в Баку. Хорошо, я, переодевшись, полетел в Баку. И тогда тоже мне пришлось встретиться, выразить не только от себя, от имени президента Кыргызской республики и премьер-министра передать папку со словами глубокого соболезнования первому вице-премьеру Азербайджана, он был председателем похоронной комиссии, и выразить лично соболезнования Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Вот в такой обстановке у нас была встреча. Ну, конечно, кулуарные встречи с азербайджанскими братьями, с другими народами тюркского мира у меня были много. Я горжусь, что имею много друзей, в том числе и среди азербайджанцев. Вот один из них рядом со мной стоит, мой давний друг, еще со студенческих лет. Правда, Азиз? Ты на год или на 2 позже учился? Я раньше чуть-чуть закончил. Но мы современники. Вот. Еще со студенческих лет друг друга хорошо знаем, друг друга уважаем. И вот когда мы подошли здесь, Азиз мне рассказал о смысле вот этого плаката. Вот этого плаката. Здесь все символизируется, как-то символизируется вот рукопожатие 2 лидеров турецких народов, Азербайджана и Турции. Там как бы мысленно сын отцу докладывает о выполнении своих взятых на себя обязательств. В Бишкеке в Институте языка и литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук Кыргызской республики состоялось мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. С приветствием к участникам мероприятия обратился организатор этой программы, президент Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрет Мамедов. Затем с короткой речью выступил чрезвычайный полномочный посол Венгрии в Кыргызской республике Шандро Дороги и представитель посольства Японии. Они подчеркнули глубокий след, который великий поэт оставил не только в родной, но и во всей мировой литературе, о его значимом труде, образце любовной и философской лирики «Хамсе», в которую вошли 5 знаменитых поэм «Сокровищница тайн», «Хасров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «7 красавиц» и «Скендер Наме». С докладом выступила научный сотрудник Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова Клара Солтабаева. Низами Гянджеви – это удивительный человек. Каких бы вопросов он ни касался, например, государственного устройства, любви к родине, он был очень мудрым человеком, и эту мудрость нам нужно также помнить. Великие мыслители всегда задумывались о будущем человечества и призывали к сохранению мира и дружбы, независимо от национальности и вероисповедания людей. К этому призывал и Низами Гянджеви. Сегодня человечество сделало огромный научно-технический скачок, но никогда не нужно забывать о духовной составляющей и духовном развитии. Эта мысль прослеживается и в произведениях великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Напомним, что в январе этого года президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2021 года в Азербайджане годом Низами Гянджеви в связи с 880-летним юбилеем поэта.
Также был показан снятый Фондом поддержки политики тюркоязычных государств документальный фильм «Два великих сына», посвященный общенациональному лидеру азербайджанцев Гейдару Алиеву и выдающемуся писателю Чингизу Айтматову. В мероприятии приняли участие также представитель посольства Азербайджанской республики в Кыргызстане, ученые, преподаватели и почетные гости. Мы очень высоко ценим культурные отношения между нашими народами, потому что считаем, что это может укрепить нашу душевную общность и развивать сотрудничество в области культуры. И я считаю, что Низами, как большой и всемирно известный поэт, писатель, он имеет большое значение в том, чтобы мы узнали друг друга. И я думаю, что вот именно этот перевод на киргизский язык поэтому имеет довольно большое значение. Мы проводим такие мероприятия. Например, на венгерский был переведен эпос «Манас», и мы это презентировали в Будапеште. А сейчас, пару недель тому назад, мы презентировали книгу о киргизском писателе Айтматове. Это называется «Дань Венгрии Айтматову». Алемі башка бұл чыгармаларды айту жөнді кейінгі слайды менен мажнун темасыдағы дагы ушул сүйүү темасын чагылдырылган болчу. Ошондой эле андан кийинки Искендер Нама жөнүндө чыгармасы бул тарыхы кадимки эле Александр Македонскийге арналган чыгыш адабиятындагы бештиктин бири катары мыкты дагы ачып берген. Мында башка акындардан өзгөчөлүгү бул тескерисинче ушу гумандуулукка басым жасагандыгында. Кыянаттыкка акыйкат болуш керек, чындык ар дайым жеңиш керек, ар бир адам гумандуу болуш керек, зордук зомбулук болбош керек деген идеялар менен бизге мыкты жеткендигинде. Ушул чыгармалары кыргыз адабиятында биз буга чейин эле биз Улуу Октябрь революциясынан чейин гана таанышпай, ага чейин эле Низами Ганжевинин чыгармалары аркылуу кыргыздар тааныш болчу. Буларга себеби биздин алгачкы кат тааныган жазгыч акындарыбыз тууралуу алар араб тилинде окуганды билгендиктен алар ушу Ганжевинин чыгармаларын окушканда кыргыз окурмандарында ооз-эки түрүндө жеткирген. Чыгарманын толугу менен болбосо дагы ушу чыгарманын идеялары, андагы гумандуулук идеялары биздин кыргыз элине ошондой эле сиңип жеткен болчу. Ал эми Улуу Октябрь революциясынан кийин болсо, мисалы алгач жазгыч акындардын алгачкылары болуп Осмонов, Токомбаев, Үмөталиев жана башка бир топ акын жазуучулар Ганжевинин чыгармаларынан үзүндүлөрдү бизге которуп жеткиришкен. Биз бул аркылуу жазуу түрүндө дагы Ганжевинин чыгармаларынан таанышкан болчубуз. Андан кийин болсо буга кызыгуу улам артып келген дагы ошол күндөн баштап чыгыш адабияты жогорку окуу жайларында, мектептерде бизге окулуп келет. Ошол курстун ичинде Ганжевинин өмүрү чыгармачылыгы кененирээк алынып бизге жетип келет. Башкача айтканда Ганжевинин чыгармачылыгы менен кыргыз окурмандары толугу менен тааныш, ошондой эле андагы гумандуулук жана акыйкаттык идеяларын биз өзүбүзгө сиңирип келебиз. Ал эми котормо жаатында айта турган болсок, мына бүгүнкү күндө өзгөчө Эгендерди Эрматов мурда казалдарынан айрым үзүндүлөрүн которуп келсе, жети чүрөк чыгармасын, поэмасын бизге эркин которуу менен бүгүнкү күнгө мыкты жеткирип берди десек болот. Биз муну менен сыймыктанабыз. В Бишкеке состоялся кыргызско-турецкий бизнес-форум и деловая встреча с представителями энергетических отраслей двух стран. Представители Кыргызстана подчеркнули большой потенциал нашей страны в сфере гидроэнергетики и отметили, что государство предоставляет десятилетнюю гарантию по закупке электроэнергии у малых ГЭС. В своем выступлении председатель правления турецкого кластера Остим Энерджик Яшар Челик проинформировал о деятельности компании. Он отметил, что в качестве кластера возобновляемых источников энергии и экологической технологии Остим Энерджик, который является одной из ведущих крупных организационных промышленных зон в Турции, затем выступил чрезвычайный полномочный посол Турецкой Республики в Кыргызской Республике.
Выступившие также проинформировали о возможностях беспошлинного экспорта произведенной продукции на рынке ЕАЭС и ЕС по программе ВСП+, низких налогах и либеральном законодательстве для ведения бизнеса, чем в других странах региона. В этом же контексте в Бишкеке состоялся бизнес-форум и деловая встреча, на котором были обсуждены возможности совместного сотрудничества в рамках указанной программы делового визита. В бизнес-форуме приняли участие представители государственных и частных институтов энергетики, возобновляемых источников энергии из сектора Кыргызстана. Kırgızistan'a bu bizim ikinci gelişimiz. OSIM olarak ikinci gelişimiz. Birinci gelişimizde OSIM'in diğer birimleri de gelmişti. Ama şu anda biz burada OSIM yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri olarak bulunuyoruz. 7 üniversiteyle kurulmuş OSIM Teknopark yönetim kurulu üyesiyim ben. Bu vesileyle bulunuyorum ve iş adamlarımız 20 tane de iş adamımız var. Bu iş adamlarımız У нас более 90 компаний являются членами ОСТИМ, Енерджик, гидроэнергетика, тепловая энергия, энергоснабжение и передача, интеллектуальная энергия, оптимизация сети, солнечная энергия, энергия ветра и переработка отходов в энергию, конверсия, водоочистные сооружения, очистка загрязненных территорий, сельскохозяйственная среда, электрооборудование, автоматизация и многое другое, специализирующиеся на сферах своей деятельности. ОСТИМ Енерджик имеет мировой опыт оказания помощи в реализации проектов в области возобновляемых источников энергии. Также OSTIM Energetic – это организация, признанная мировыми компаниями благодаря опыту своей команды. Как команда OSTIM, это наш второй визит в Кыргызстан. В октябре мы приехали с несколькими представителями турецкого бизнеса. Сегодня с нами приехало около 20 собственников компаний. Наши бизнесмены охватывают все возможные области энергетики, то есть ветер, солнце, вода и так далее. Когда мы приехали сюда в октябре, ознакомились с ситуацией в Кыргызстане, с местами, где мы будем работать, с направлениями, в которые будем инвестировать. Наш визит был ознакомительным. Мы пришли к выводу, что, несмотря на возможности, в Кыргызстане вырабатывается недостаточно энергии. Хотя в этой стране есть гидроэлектростанции, эта возможность не была оценена в достаточной степени. Кыргызстану также очень подходит использование солнечной энергии. Когда мы складываем все это вместе, мы видим, что появляется новый сектор. У нас есть многолетний опыт в том, что делать и как работать. Мы приехали сюда с добрыми намерениями, и я очень надеюсь, что новый сектор, который будет построен без лишних затрат времени, будет успешным. Отмечу, что все это было вовремя запущено и благополучно реализовано в нашей стране. Сегодня с нами из Турции прилетели представители 20 компаний. В дальнейшем мы планируем привлечь руководство более 200 компаний. Одним словом, с братским и дружественным Кыргызстаном мы хотим быть связаны не только своими сердечными узами, но и деловыми, торгово-экономическими связями. Одним словом, давайте объединим наш опыт и инвестиции, возьмемся за руки и внедрим более крупные проекты.
соленые и не очень, фаршированные.
sevmene can kaynana, ben sana can kaynana. Sana can kaynana, köşkü diye her zaman sen bana can kaynana, ben sana can kaynana. Кыргызской национальной филармонии имени Токтагула Сатылганова состоялся 8-й международный фестиваль «Культура народов Северного Кавказа», организованный представительством Россотрудничества в Кыргызстане и Международной ассоциацией карачаевцев АТА «Джурт» при поддержке Ассамблеи народа Кыргызстана. Фестиваль пройдет в рамках продолжающегося перекрестного года России и Кыргызстана. В программе танцы и песни народов Северного Кавказа, стилизованные номера, иллюстрирующие обычаи и традиции кавказских народов в исполнении творческих коллективов и исполнителей Кыргызстана. Народов всех национальностей я хотел от имени посольства поздравить с этим замечательным праздником, от имени представительства Россотрудничества. И не могу не сказать, что вот этот 8-й уже международный фестиваль, я думаю, пора переименовывать. Почему? Потому что вот с каждым годом вот этот фестиваль собирает все больше и больше людей. И у нас есть аналогия, вот Воронцов Игорь Станиславович, ведущий сегодняшнего концерта, он организатор был романсиад, которая раньше называлась Киргизская романсиада. Теперь уже 3 года, и в этом зале 22 октября прошла 5-я среднеазиатская романсиада. И я думаю, скоро придется ее называть азиатской романсиадой, потому что все страны приезжают сюда. Поскольку мы с вами сегодня считали, сколько национальностей здесь присутствует, сколько народов и так далее, у меня есть предложение, подкупающее своей новизной. Следующий фестиваль назвать Всемирным фестивалем культуры горских народов. С праздником! Я думаю, что сегодня зрители тоже согласятся с этим, что сегодня они показали мастер-класс. Да? Все подготовлены.